Этот человек дал Богу обещание относительно вас. Бог говорит, что в вашей жизни есть человек, который дал Богу обещание любить вас вечно. Бог хочет, чтобы вы знали, что этот человек дал искреннее обещание беречь и любить вас вечно. Любовь – это мощная сила, которая соединяет людей глубоким и значимым образом. Когда кто-то дает Богу обещание относительно вас, это означает глубокое и непоколебимое обязательство. Это залог преданности и подтверждение того, что их любовь к вам вечна. К этому обещанию нельзя относиться легкомысленно. Это священная связь, основанная на безусловной любви и уважении. Вы получаете сообщение через портал сознания. Подпишитесь на наш канал, чтобы держать этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Человек, давший Богу это обещание, признает вашу ценность и видит красоту внутри вас. Он пообещал, что будет поддерживать вас в трудную минуту, предлагая свою любовь и поддержку. Спасибо. Их обещание любить вас вечно является отражением той божественной любви, которую Бог питает к каждому из нас. Бог хочет, чтобы вы поняли важность этого обещания, а оно свидетельствует о глубине Его любви и о том, как важно ваше присутствие в Его жизни. Его обещание любить вас вечно является отражением божественной любви, которую Бог питает к каждому из нас. Напишите 1111, если вы верите в это, и поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога. Это обещание не гарантирует, что в отношениях не будет проблем и трудностей. Обещание любить вас вечно не гарантирует, что в отношениях не будет проблем и трудностей. Любовь, как и сама жизнь, имеет свои взлеты, падения и смех, но обещание любить вас вечно означает, что этот человек пройдет через все бури вместе с вами. Он будет держать вас за руку, слушать вас и оказывать неизменную поддержку, какие бы препятствия ни возникали на его пути. Важно ценить и беречь это обещание. Отношения требуют усилий, понимания и прощения. Примите любовь этого человека к вам. Принимайте любовь этого человека к вам с взаимностью, добротой, состраданием и благодарностью. Общайтесь открыто и честно и дорожите моментами, которые вы проводите вместе. Временами у вас могут возникать сомнения в подлинности этого обещания. Однако Бог хочет, чтобы вы верили в обязательства этого человека. Доверяйте Его словам и поступкам, и пусть ваша любовь наполнит ваше сердце теплом и надежностью. Важно также, чтобы вы верили в обязательства, данные этим человеком. Помните, что данное обещание не означает, что ваше счастье зависит только от этого человека. У каждого человека свой путь и своя цель в жизни. Хотя их любовь – это прекрасная и ценная сторона вашей жизни, ваше собственное счастье и самореализация исходят изнутри вас. Бог хочет, чтобы вы осознали свою ценность и поняли, что заслуживаете любви, уважения и счастья. Культивируйте любовь к себе и заботьтесь о себе душой, телом и духом. Культивируйте в себе любовь к себе и заботьтесь о себе душой, телом и духом. Заботьтесь о своем благополучии, вы сможете в полной мере оценить любовь этого человека к вам и ответить ему взаимностью. Кроме того,
Бог хочет, чтобы вы поняли, что это обещание – напоминание о вечной любви и милости, которые Бог изливает на вас. Божья любовь неисчерпаема и безусловна – это любовь, которая превосходит человеческое понимание. Пусть это обещание будет символом божественной любви, которая окружает вас. Доверьтесь Божьему времени. Если этому человеку суждено прийти в вашу жизнь, или если вы еще не определили, кто он, доверьтесь Божьему времени. Бог знает, что для вас лучше, и организует идеальные моменты и встречи в вашей жизни. Будьте терпеливы и верьте, что это обещание будет исполнено в свое время. Напишите «Я верю», если вы верите. Бог хочет, чтобы вы знали, что являетесь получателем божественных благословений и что ваша жизнь наполнена дарами и милостями сверх меры, Божьей любовью и заботой о вас. Божья любовь и забота о вас безграничны, и Бог решил осыпать вас благословениями, признавая вашу самоценность. Каждое благословение – это отражение Божьей милости и свидетельство того, что вы занимаете особое место в Божьем сердце. Спасибо. Помните, что Божьи благословения не ограничены, они изобильны и безграничны. В Божьих благословениях нет недостатка, и они предназначены не для того, чтобы их накапливать, а для того, чтобы ими делиться, распространять и умножать. Чем больше Божьих благословений вы смиренно принимаете, тем больше их будет вливаться в вашу жизнь и касаться жизни других людей. Принимайте благословения со смиренным сердцем, осознавая их как свидетельство Божьей милости и щедрости. Бог любит вас вечно. Напишите 888, чтобы получить Божью любовь и заявить о ней прямо сейчас. Бог говорит: обрати внимание, у меня есть срочное послание для твоего сердца. Я искренне люблю тебя, ты так много стоишь для меня, даже если ты отворачиваешься. Моя любовь не ослабевает. Я отправлюсь на твои поиски, какой бы глубокой ни была яма, я спасу тебя, чтобы ты почувствовал мою привязанность. Во Вселенной нет слов, чтобы описать это святое, прекрасное и вечное чувство, которое я испытываю к тебе. Я не оставлю тебя, ты важен для меня, и мое вечное обязательство – каждый день держать тебя в своих руках. Я жду тебя рано утром в своем присутствии, где ты найдешь силы и утешение, чтобы справиться с трудностями, которые встретятся на твоем пути. Какой бы огромной ни казалась гора, я буду здесь, чтобы помочь вам преодолеть ее и дать вам ловкость для достижения более высоких духовных уровней. Не сравнивайте мою любовь ни с чьей другой, поймите это. Послание, которое я хочу дать вам сегодня: не сравнивайте мою любовь ни с чьей другой и не сомневайтесь в собственной значимости из-за конфликтов, с которыми вы сталкиваетесь. Не отвергайте мое слово из-за своих неудач, не умаляйте моего благословения или прощения. Я остаюсь прежним, и моя любовь к вам не изменится. Я люблю вас и буду продолжать любить, даже если другие будут презирать, отвергать или предавать вас. Ни с кем не сравнивайте меня, ни с кем не сталкивайтесь в несчастьях, ибо все, и хорошие, и плохие, живут под одним небом и сталкиваются с несчастьями. Те, кто беззаветно служил мне, также терпели голод, предательство, презрение и гонение. Сомнения одолевают вас каждый день,
и враг хочет, чтобы вы сдались, разочаровались в жизни и усомнились в моей любви и защите. Напишите 1010, если вы верите. Слушай, я очистил твое сердце и преображаю твою жизнь. Я жду от тебя искреннего обязательства следовать за мной, не оглядываясь назад. Примите реальность. Эти слова сделают вас мудрым. Вы человек, и пока вы живете на этой земле, борьба своими силами приведет к неудаче. Но я буду с вами, я не отброшу вас. Тебе больно грешить, но ты никогда не насмехался над моей жертвой. Я вижу ваши усилия и преданность. Я буду продолжать любить и укреплять вас, даже если вы несовершенны. Я буду продолжать любить и укреплять вас. Я никогда не подведу вас. Я имею право заключить с вами завет, записанный в спасение, которое я даю вам. Вы наследник благословений, силы, мира, терпения и любви. Я открою ваши глаза, чтобы вы увидели больше, чем презрение, и воздали мне хвалу. Поймите, как велико и прекрасно будущее, которое вас ожидает. Ваше счастье начинается здесь и сейчас. Бог говорит: сегодня вы полны непоколебимой силы и могучей веры. Я зажигаю в вашем сердце причину жить и свет, освещающий ваш путь. Мотивацию продолжать борьбу, не сдаваясь, желание помогать, служить и благословлять окружающих. Я всегда буду рядом с вами. Позвольте мне направлять вас и давать вам мудрость в каждом вашем шаге. Верьте, что я никогда не оставлю вас одного. Я всегда буду рядом с вами, чтобы держать вас за руку и поднимать, когда вы чувствуете себя слабым. Я твой всемогущий Бог, и сегодня я повелеваю морям и штормам также повиноваться тебе. Я даю тебе силу ступать по змеям и скорпионам, и ничто не причинит тебе вреда. Вы увидите, как ваши враги будут падать направо и налево. Все, кто восстанет против тебя, будут посрамлены и побеждены. Пожалуйста, не говорите мне, что вы чувствуете себя маленьким. Я не хочу, чтобы ты принижал себя и отказывал себе в этом прекрасном благословении. Ты говоришь, что любишь меня и что у тебя есть вера. Докажи это, приняв эти слова и поверив в них. Посмотри в лицо своим конфликтам и проблемам. Будьте готовы преодолеть их. Сегодня я окружаю вас своей любовью и наполняю своей силой. В этот день я подтверждаю свой завет. Я всегда буду рядом с тобой. Я люблю вас и никогда вас не оставлю. Осмельтесь написать эти 3 слова своим почерком, я верю в это. Уделите мне немного своего времени. Найдите место вдали от шума и послушайте эти слова, полные любви и нежности, которые я подарю вам сегодня. Не игнорируйте это искреннее послание, я посылаю его вам с любовью, потому что вижу, как вы боретесь и пытаетесь продвинуться вперед в своей жизни. Это слово для тебя. Я твой Отец и люблю тебя беззаветно. Каждый день я выхожу тебе навстречу, я освещаю тебя солнечным светом, я обнимаю тебя с любовью. Я защищаю тебя от холода и успокаиваю твое существо в жару. Я обращаюсь к твоему нежному сердцу, которое было обижено, принижено, ранено,
униженной чувствовала себя одиноким, покинутым и растерянным. Сегодня я пришел, чтобы вывести тебя из этого уныния. Я хочу удалить из твоей жизни те эмоции, которые ты носишь в своей душе, воспоминания и чувства, которые иногда заставляют тебя снова погружаться в отчаяние. Никто тебя не ценит, и я много раз слышал, как ты говоришь, что никто тебя не ценит и не понимает. Вы устали отдавать все из любви, не получая взамен ни капли понимания и внимания. Вспомните меня, как меня пригвоздили к кресту и как жестоко заставили пить горький уксус. Моя жертва ради вас была велика, и ничто не остановит меня, потому что я решил, что благословлю вас. Напишите 777, чтобы заявить об этом. Иногда Бог говорит: ты не один. Вы молча просите окружающих о простом стакане воды, но получаете оскорбления, ложную дружбу и людей, которые вас подводят. Помните, что меня тоже предали и жестоко распяли, но я воскрес силой и славой, чтобы вы больше не страдали. Я твой Бог, почувствуй меня сегодня. Читайте и слушайте, вы не одиноки, я люблю вас, плачьте, но от радости проливайте слезы радости. Это ответ, которого вы ждали. Отправляясь сегодня в путь, не забывайте, что, несмотря на бури, борьбу и ошибки, даже если кажется, что все против вас, храните в глубине души, что вы не одиноки, я люблю вас, и все будет хорошо. У вас доброе сердце, и я благословлю и умножу каждое ваше доброе дело. Если вы сегодня пойдете к врачу и будете бояться, я не оставил вас и не оставил вас, за мной последнее слово, и я по-прежнему способен творить чудеса. Моя воля – наполнить вас здоровьем и качеством и избавить от беспокойства. Тем, кто не знает, как накормить своих детей сегодня, верьте и держитесь моего слова. Я готовлю стол, полный провизии, чтобы вы и ваша семья могли наслаждаться моими благословениями. Те, кто не может расплатиться с долгами и обязательствами, верьте в мою силу, скоро вы получите сюрприз, который полностью изменит ваше положение. Не унывайте. Те, кто ищет хорошую работу, найдут ее. Не отчаивайтесь, не падайте духом, не прекращайте поиски. Ангелы мои будут направлять вас на всех путях ваших, чтобы вы не споткнулись, чтобы дать вам благодать в общении с людьми и чтобы вы знали, в какие двери стучаться. Вы с радостью расплатитесь со всеми своими кредиторами и еще сможете помочь тем, кто тоже в этом нуждается. Вокруг тебя живет великий народ, и я коснусь многих из них, чтобы они двигались от твоего имени, чтобы ты нашел друзей, общение и работу. Помните, что я ваш пастырь, и вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Относитесь к тем, кого вы встречаете на своем пути, благородно и скромно, с огромной улыбкой. Хотя внутри вы можете испытывать муки и рыдания, я дал вам много даров и талантов, некоторые из них скрыты, но пришло время явить всю благодать, которой я вас благословил. Ваша радость и вера вдохновят людей помогать вам так же, как и то, что вы приносите свет в их жизнь простой улыбкой. Скоро вы придете ко мне, я с вами, и этот день станет для вас незабываемым. Продолжайте слушать, читать и доверять моему слову.
Вскоре вы придете ко мне очень счастливые от всех тех благословений, которые вы пожнете. Я единственное святое и сверхъестественное средство от всех ваших недугов, я ваш Бог, ваш Целитель, тот, кто открывает двери и расчищает ваши пути. Напишите 222, если вы верите. Я твой кормилец. Бог говорит: я твой кормилец, твой защитник. В моих руках жизнь и будущее вас и вашей семьи, покрытые мантией моей любви. Сегодня вы чувствуете мое реальное и сильное присутствие, вы ждали, что я буду говорить с вами, и пришли со смирением и благодарностью в сердце, готовые слушать меня. Прими же эти слова и храни их глубоко в себе, позволь им заполнить твой разум и прогнать все тревоги, которые терзали тебя. Вы чувствуете меня, вы идете теперь с уверенностью и верой. Хотя ваши естественные глаза не могут видеть меня, вы можете чувствовать меня, вы можете верить в меня, твердо верить в чудеса, которые я могу сотворить в вашей жизни и жизни вашей семьи. Позвольте мне взять вас за руку и с терпением и нежностью вести вас по святому пути любви, где царит моя воля. Бури утихают, и море успокаиваются при звуке моего голоса. Вы покрыты мантией защиты, и так велико ваше спокойствие и безопасность, что ночные шумы не вызывают у вас страха. Не позволяйте путанице мира дезориентировать вас, никогда не отпускайте мою руку и не отвлекайтесь. Каждый день – это драгоценная возможность бороться дальше, оставляя позади проблемы, падения, уныние и обиды прошлого. Обновите свое мышление, начните со своих слов и не причиняйте себе вреда тем, что вы себе говорите. Слова могут обладать огромной силой, но вместо того, чтобы разрушать, они должны быть мудрыми и поднимать настроение. Не позволяйте врагу убедить вас в том, что вы не можете измениться или что ваше будущее будет полно поражений и проблем. Для меня нет невозможного, держитесь за эту истину, что бы ни случилось, не забывайте ее. Ваши нынешние обстоятельства, будь то финансовые трудности, супружеские конфликты или семейные проблемы, какими бы сложными они ни казались, я могу изменить их, если вы попросите меня об этом. Я даю вам слово. Я не обещаю, что все будет легко, но я даю вам слово, что у вас есть моя помощь, поддержка и сила. Я люблю вас и желаю вам всегда добра. Напиши: «Я люблю тебя, Господи, то чудо, которое тебе нужно. Я хочу и могу его совершить». Поверьте, что ходить с крестом на спине у меня была цель. Жесточайшие мучения на кресте были не напрасны. Я знал, что однажды это родится, если ты пройдешь свой собственный путь бичевания и поругания. Ты пережил столько страданий по вине других, но сегодня я вырву из твоего сердца все уныние и разочарование. Я уже страдал, я отдал свою жизнь, чтобы воскреснуть ради вас, чтобы у вас была возможность вечной, изобильной, свободной и счастливой жизни. Верьте в мое слово, и тогда ваш разум преобразится, и потечет река чистых мыслей. Там, где раньше было только смятение, где была печаль, теперь будет радость. Там, где была депрессия, возникнет огромное желание жить, любить и прощать вас. Я уже давно забыл о ваших ошибках.
Я хочу только, чтобы вы шли вперед с надеждой и упованием на мою бесконечную любовь. Бог говорит: «Сын мой, дочь моя, отдай мне свое сердце. Войди в мое сердце, чтобы твои глаза могли следить за моими путями в этом мире, где ты пилигрим. Ты будешь бороться, ты будешь сеять, но мое благословение будет твоей судьбой. Я желаю, чтобы ваши ноги шли по пути моей любви. Я еще раз со всей искренностью прошу вас сегодня отдать мне свое сердце. Тогда я наполню тебя радостью и освобожу от скорби, которая печалит твое лицо. Я укреплю тебя, чтобы ты преодолел все невзгоды, которые преследуют тебя с детства. Я имею в виду, что ты знаешь свои трудности. Я полюбил все, что вы есть, и избрал вас, чтобы одержать победу, вести вас и помочь другим найти свою судьбу. Примите это изобильное духовное богатство, которое я предлагаю вам. Это не пустое богатство, примите его со смирением и наполните свое сердце мужеством, ибо вместе с ним я привнесу в вашу жизнь множество перемен. Я – ваша жизнь, дайте мне возможность показать вам, что я могу полностью преобразить вас до такой степени, что многие не узнают вас. Ваша стойкость, сила и счастье поразят окружающих. Отдайте мне свое сердце. Примите мое приглашение. Отдайте мне свое сердце, и я начну в вас мощную трансформацию, которая охватит вашу семью гармонией, миром и благословением. Доверьтесь мне. Протяни мне руку помощи в это время, не позволяй угрозам и бедам лишить тебя покоя и доверия. Я сочувствую вашим страданиям и тронут вашим искренним сердцем. Я сдержу свои обещания. Я всегда был с вами и никогда не оставлю вас, даже в самые трудные времена. Мои планы больше и лучше ваших, мои мысли вечны и приведут вас к безопасному месту назначения, полному мира и процветания. Хотя обстоятельства могут казаться сложными, если вы встретите их с верой и надеждой, ваша жизнь изменится. Ищите меня утром, днем и ночью перед сном. Мне приятно, что вы обращаетесь ко мне с открытым сердцем, даже если в данный момент вы этого не видите. Небеса содрогаются, когда вы славите меня и часами с верой молитесь за своих близких, взывая к их защите. Я еще раз повторяю, хотя все могут оставить вас, я никогда не оставлю вас. Моя любовь к вам непоколебима, и я никогда не подведу вас, даже когда те, кто утверждает, что любит вас, не оставят вас. Я всегда буду рядом с вами, буду наблюдать за вами, буду звать вас за пределы ваших самых смелых мечтаний. Напишите 999, чтобы получить эти благословения. Бог говорит: в моих руках ваша семья, ваше будущее и ваше здоровье. Цените, дорожите, берегите и дорожите этими благословениями. Не рискуйте ими и не принижайте их. Если вы будете верны в малом и будете заботиться о том, что я даю вам, то в трудную минуту мое слово обещает вам, что ваши благословения умножатся, и я дам вам еще больше вещей, имеющих большую вечную ценность. Как говорит мое слово: «Дитя мое, ты любишь меня». Приготовься, ибо ты будешь поражен размером двери, которую я открываю перед тобой.
Верь, будь преданным и благоразумным во всех своих действиях. Будь готов, ибо все, что я запланировал для тебя и твоей семьи, придет в виде обильного дождя удивительных благословений. Вы просили у меня подтверждения для принятия решений о тех вещах, о которых вы размышляли. Вот ваш ответ. Вы должны рискнуть и отпустить страхи, которые держат вас в ловушке этой несостоятельной ситуации. Ваши мечты велики, ваши желания прекрасны, но вы застряли из-за страха неудачи. Пришло время взять меня за руку и взлететь. Ничто и никогда не будет прежним, не бойтесь. Ничто и никогда не будет прежним. Держись за меня перед каждым важным решением. Я буду с тобой днем и ночью, чтобы все шло по моему святому плану. Откройте свою Библию и искренне помолитесь, ибо там я покажу вам, что все, что я говорил вам, реальность, а не фантазия. Слово мое будет живо, и оно исполнится. Я приведу вас туда, где вы должны быть, туда, где вы будете процветать. Вы найдете людей, которые идут тем же путем и думают так же, как и вы. Вместе вы построите будущее, полное благословений и чудес, ибо планы мои грандиозны. Вы даже не представляете, какое величие ожидает вас в жизни. Будьте добры и внимательны к каждому встречному. Начиная с сегодняшнего дня, вы будете встречать добрых, искренних и интересных людей. Вы получите помощь оттуда, откуда меньше всего ее ожидаете. Держите глаза открытыми, а чувства бдительными, чтобы, когда откроется дверь и появится возможность, не отвлекаться на дурные дела или бесполезные и бессмысленные проекты. Вы хорошо меня знаете, мне не нужно больше ничего рассказывать. Мое послание ясно, и я знаю, что вы его поняли. Напишите 888, чтобы подтвердить. Бог говорит: «Я всегда буду направлять твои шаги и всегда буду рядом с тобой. Ничто и никто не сможет сдвинуть меня с места, я тверд, как скала». Закройте глаза и вдохните это божественное дыхание, которое я посылаю вам на случай, если вы торопитесь и вам нужно уходить. Возьмите с собой этот прекрасный покой и оставьте здесь свои тревоги. Иногда тебе кажется, что ты этого не заслуживаешь, но я хочу, чтобы ты знал, что я останусь рядом с тобой из любви, не меняя своего решения. Ты хочешь приблизиться ко мне, но останавливаешься, когда собираешься отдать мне то, что не оставляет тебя в покое. Тогда в душу закрадывается сомнение, и ты продолжаешь нести этот мешок, полный горечи. Прислушайся к моему голосу, почувствуй эту сладость, которая исцеляет тебя. Позвольте мне писать и сеять мое слово в вашей душе. Слушай, я люблю тебя, и ты свободен. С нежностью я обнимаю вас и держу в своих руках. Сегодня на вашем пути может встретиться много трудностей, но куда бы вы ни пошли, прислушайтесь еще раз, почувствуйте это. Я буду с вами и продолжу шептать вам на ухо эти слова, которые исцеляют вас, чтобы вы не забывали меня, чтобы вы не удалялись, чтобы вы не позволяли эмоциям обманывать ваш разум. Я оставлю пламя, горящее в твоем сердце, и когда придет тьма и окружит тебя своим холодом и ужасом, мой свет будет сиять ярче, как солнце освещает твою землю. Зло не сможет спрятаться перед лицом моего вечного света.
Любой духовный враг, который хочет причинить вам горе сегодня, больше не существует. Дай мне возможность показать, как сильно я люблю тебя. Аминь. Дайте мне возможность показать вам, как сильно я вас люблю. Пусть это послание коснется вашего сердца и вдохновит вас на любые испытания, которые встанут на вашем пути. Вы знаете, что Бог всегда рядом с вами и говорит вам, чтобы вы доверяли Ему. То, что должно произойти, не связано ни с вашей собственной силой, ни с вашими усилиями, но с проявлением Божьей силы, благосклонности и цели. Приготовьтесь к необыкновенному благословению. Не отказывайтесь от своих мечтаний. Не отказывайтесь от своих мечтаний, ибо я верен, и я восстановлю вас, исцелю вас и проложу путь перед вами. Я делал это раньше и сделаю снова. Бог говорит: «Я знаю, что эти времена были трудными для тебя». Иногда кажется, что двигаться вперед невозможно, но я хочу, чтобы вы знали, что скоро в вашей ситуации произойдут перемены, где бы вы ни находились. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, я на вашей стороне. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите в этот отголосок сегодня. Если вам понравилось это видео, нажмите «Нравится» и подпишитесь на наш канал, чтобы укрепить свою связь с порталом сознания. Да благословит вас Господь!